Всем ассаламу алейкум, приветствуем вас, уважаемые телезрители, это программа «Спортивная Ингушетия». Сегодня мы приехали во дворец спорта «Магаз» имени Берда Евоева, где проходит первенство СКФО по дзюдо среди юношей до 23 лет. Буквально через несколько минут начнутся финальные схватки, и мы постараемся показать вам самые яркие и зрелищные моменты данного турнира. Не будем терять время и зайдем вовнутрь. Все зависит от выступлений наших спортсменов, но по количеству выступающих у нас 38 человек разных весовых категорий, начиная 60 килограммов и плюс 100. Во всех весовых категориях у нас по несколько человек выступает. И на что мы рассчитываем? Мы рассчитываем, что путевок 10-15 мы должны заработать, чтобы выступить в финальной части первенства России, который будет проходить в городе Красноярском. Во всех весовых категориях есть свои фавориты, в том числе и у нас. Вот, например, 60 килограммов у нас выступают в Лию уже полуфинальные. В других весовых категориях тоже есть вот ребята, которые мы рассчитываем, что они дадут определенный результат. Уже они, мы не ставим задачи, чтобы каждый должен из них выиграть. Выиграть СКФО для нас не важно, нас важно попасть на финальной части России. А уже в финальной части России нужно добиваться больших результатов и стать призером России или минимум шестерку, чтобы отбирались на первенство Европы и мира уже в дальнейшем. Победу одержал Арслан Упаев, Чешская Республика.
Это первое соревнование в начале этого года. Эти соревнования являются отборочными. Победители и вся шестерка попадает на первенство страны, который пройдет в апреле месяце в городе Красноярск. Здесь собрались почти все сильнейшие спортсмены до 23 лет со всего Северного Кавказа. Я бы хотел сперва отметить организацию этих соревнований. Почему? Потому что мы с большим удовольствием приезжаем в Ингушетию. Хочу выразить огромное спасибо Министерству спорта, Федерации дзюдо Республики Ингушетия. Вообще все прекрасно организовано, все здорово, все хорошо. Эльджан Киев, Магомед Ингушетия, Шабир Ханов Сайхан, Чеченская Республика. Подгруппа А. Это мой второй турнир против двухгодового простоя. Просто хотел проверить, на что способен. Первую схватку проиграл, он сейчас финал вышел. Сейчас боролся в течение, алхамдулилlah, смог победить. Главная моя ошибка на этом турнире была в том, что я расслабляюсь во время партера. Попался в первой схватке, так проиграл таким образом.
я считаю, что вот в этом возрасте у нас, хотя молодые ребята, очень перспективные, и у нас 6 участников отобрались на первенство России до 23 лет. Из них у нас 1 первое, 3 вторых и 2 третьих места призовых. Я думаю, это очень неплохой результат для наших спортсменов и для нашей республики. Сам турнир проходил очень на высоком уровне. Организация тоже была очень хорошая, отличная, можно сказать, потому что гости очень довольны всем и приемом, и размещением, и всем остальным. Хочу поблагодарить организаторов турнира в лице Минспорта и в лице ЦСП. Это Белгороева Руслана и Ташоева Джамбулата. Также хочу отметить работу своего тренера Аздоева Юнуса Азбуатовича, который является вице-президентом Федерации дзюдо Республики Ингушетия. Тоже принял участие активное в организации этих соревнований, мероприятий. Большое спасибо ему, большое спасибо всем нашим спортсменам, кто даже проиграл. Они бились достойно. Я очень рад, что они не ударили лицом в грязь и выступили тоже на достойном уровне. Все, кто занимается спортом, да и в жизни мы знаем, что не всегда всем везет. Поэтому, надеюсь, в будущем они отборются еще лучше и окажутся в числе призеров и победителей не только таких соревнований зональных, а на более высоком уровне. Турнир прошел очень хорошо. Судейская коллегия объективно очень хорошо судили. Как говорят, пусть победит сильнейший. Сильнейшие выиграли, слабые проиграли. Вот. Соревнования очень хорошо прошли. Вот в этом дворце спорта очень удобно. В то время, когда я работал, начинал работать, это 52 года тому назад, тогда не было ни зала, ни гостиницы, ничего. Не было возможности. Все равно мы проводили турниры. Сегодня очень хорошо. Условия хорошие. Спортсмены хорошие.
схватки, аз первую свободную хан, с первой схватки деколочки борс России результаты для первую схватку Ставрополь Сорсу, еще раз первую продышаться до раз благодарил, а вторую схватка сука, что соревнования где дикого новчики борс лотиш, центральный зарубиться еще раз. Так за выход полуфинал кабардинцы еще раз, полуфинале у Алгачинга еще раз за третье юг кабардинцы еще раз. С 81 килограмм, а что 84-85 высо, кое килогонять юас. И подводки я вес, а я хкал, человек 30-40 волос, 28 килограмм.